Какой ветер поднялся. Смотри, как задувает. А тебе чего не спится, доченька? Не знаю. Мама, я сон видела. Когда женщина седлает коня, а жаворонок на ветку сядет, наступит конец света. Не приведи, Аллах, чтобы этот сон стал твоей судьбой. Поедешь со мной, Артыгуль. Что случилось? Брось все. Садись. Скажи, что случилось? Не приставай ко мне. О, Аллах, куда ты меня везешь? Потом узнаешь. Ой, чует мое сердце недоброе. Прокляни меня. Но ее садись. Одна дочь у тебя одна. Ой, старая. Что ты задумал, отец? Куда ты ее везешь? Смотри, тебя это ждет. Поднимите руки. Там кашмир. Там кашмир. Они хотели ее убить. Знаю. Хоть вы белые, а мы красные. Но все мы люди, ведь так? Что молчите? Хотел дочь живой в землю закопать. И сына в помощники взял. А ты боишься от своего соседа отстать. Неужели вам не стыдно? Мы будем вас судить. Уведите их. Свяжите руки. А вы скорее идите домой. Ваши матери ждут вас. Азат? Да? Ты их проводи и догоняй нас. Обязательно. До свидания, девушки. Пошли.
А ты как попала сюда? Меня отец привез насильно. Решил проучить за то, что я помогла Марал. Дома мне нельзя больше оставаться. Хорошо, что ты приехала, Азат. Чуть не забыла. Возьми. Приходи вечером к нашему винограднику. Приду. Шесть лет прошло, как сыграли свадьбу. Когда же этот голодранец Азат Колым заплатит? Нечего ему платить, а я все равно из дома уйду. Отец что скажет? Да разве можно так? А почему нельзя? Ты что, и вправду уходишь? Конечно. Какой стыд! Марал сбежал от жениха, сбежал от самого Дурдыхана. Да будь он хоть султаном. Ты только подумай, мама. Ему 63 года, а ей 16. Она правильно сделала. Бессовестная. И ты не лучше подруги. За тебя уплачено полколым. Постыдись хоть людей. Позор-то какой. Позор не это, а то, что сегодня происходило на кладбище. Артыгуль, Да, что так поздно? не пугайся. Это я, Берды. Меня послал Азат. Азат? А почему он сам не пришел? Банда Дурдыхана напала на райком. Схватили Мурада, Гильды и Василия. Их должны посадить в поезд и увезти. Грозили, что всех расстреляют. Наши пытаются их отбить. Не ходи туда. Пригнись. Пойдем к нам. Азат так велел. Мама, дай ключ от свободной комнаты. Проходи, доченька. Проходи, не стесняйся. Успокойся. Ну, перестань. Ко мне нельзя. Твой отец в банде Дурдыхана. Как бы ни нагрянули к нам ночью. Поживем тут немного, а потом поедешь в Ашхабад. В дом Дехканки. Покойников провожают. На лицах этих женщин веселья что-то не видно. Бросили мужей, детей, родителей оставили. Куда только вы идете, бесстыжие. Аллах накажет. За это на том свете гореть им вместе с кафирами в огне.
ЦИКа товарищ Альтаков и председатель Совнаркома товарищ Атабаев. Дорогие сестры, сегодня открытие дома Дефканти. Каким он будет, мы еще и сами не знаем. Но одно мы знаем твердо, что для вас он должен стать домом радости. Здесь вы разогрете спины, откроете свое лицо, утрете слезы и многому научитесь. Узнаете, что несет народу новая власть. Ваши учителя Заида, Тегил, Екатерина Ивановна помогут вам. Потом вы вернетесь в свои аулы и расскажете подругам, сестрам, матерям обо всем, что здесь узнали. Но из слов плова не свалишь. Я не задерживаю вас больше. Так что заходите. Двери открыты. Устраивайтесь. Заходите, девушки, заходите. Умойтесь с дороги, отдохните. Скоро будет обед. Тебе пора. До свидания. До свидания. Счастливого пути, ребят. До свидания. До свидания, Сашко. До свидания. До скорой встречи. Ну, поезжайте.
сядь на моего коня. Хамаджан. Угощайтесь, Муллага. Благодарю. Начинайте, начинайте. Приехали. Это, наверное, большевичка. Будут в нашем ауде советскую власть устанавливать. Ослу Аллах не дал красоты, а женщине ума. Если женщина у власти, прока не будет. Для начала заведем граммофон.
почему глазки красные? Они что, болят у тебя? Да. Идем, я закапаю лекарство. Садись. Как тебя зовут? Джекбар. И давно болят? Давно. Капали молоко с ними, а лучше не стало. Садитесь, ребята. Смотрите, сколько лекарств. На всех хватит. Тебе капали молоко, а я, ложись, не бойся, закапаю лекарство, и глазки перестанут болеть. Девочка, подойди ко мне. Садись. Как тебя зовут? Айбиби. 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 Айбиби, рука пошла. Сейчас я помажу, и заживет ранка. И у меня есть рана. Тетя, перевяжи мне. Да он все придумал. Сиди. Я? Придумал? Да? Это что? Это что? Дай посмотрю. Подвинься немного. Сейчас полечу. Все. Саша, ты посмотри на них. Аширчик, иди сюда. Джекпот, Дурды, скорей! Дурды, давай вместе. Ребята, отойдите немного. Вот так. Встаньте чуть подальше. Тише, не шумите. Тише. Всем будет видно. Внимание. Не делись огнем. Ребята, смотрите только на меня. Ну, давай. А ты куда давай. смотришь? Так. Ребята, на меня. Все смотрят на меня. Так. Так, немного отойди еще. Смотрите. Ну, давай. Так. Так. Все смотрят на дядю Сашу. Ну, давай. Сюда шла. Ну. А теперь здесь перекрой Джекпот. Ага, вот так. Артыгуль. Что у тебя стряслось? Устакуич повез какую-то женщину к себе. Мне кажется, повез знахарку. Кто-нибудь заболел? Говорят, Ашир. И к нам он вчера не приходил. Так что ж ты молчал? Не думал я, что так получится. Женсовет идет. Закрой дверь. Всю ночь бредил, просил. Тетя Артык, завяжи мне живот белой тряпочкой.
Тебя как зовут, девочка? Ты русская? Нет, я же с тобой по-туркменски разговариваю. А ты со мной по-туркменски разговариваешь? Да. А где твоя мама? У Ашира. У Ашира? Ага. Ушла, наконец. Откройте живот. Пустите меня! Пустите! Перестань, чего кричишь? Да ты не бойся. Крепче держите. Все. А сейчас отнесите его на место и укройте как следует. Уходи, уходи, болезнь Ташира, уходи скорее. Затеряйся в скалах, потони в реках, о, Аллах, исцели. Вот и заснул твой мальчик. Аллах поможет, все будет хорошо. Откройте дверь. Теперь-то уж можно. Другого дела у тебя нет? Что ты с ним сделала? Тише, безбожница, ребенка разбудишь. Отойди, не прикасайся к моему сыну. Аллах, он уже совсем холодный. Горе. Сыночек мой, сыночек мой. Сыночек мой. Бастан, мать Ашира. Сейчас открою. Что у тебя? Ах ты, Голь, сходи к моей соседке, помоги ей. С утра мучается, не может разродиться. Они только что послали за знахаркой. За той, помнишь, что к нам тогда приезжала? Хорошо. Идем. Куда это вы? А к Джамалу плохо. Пошли.
Отойдите. Подушку. Дыши глубже. Сейчас. Вот тебе и голос. Все закончили? Горластый. Артыгуль. Да. Дай сыну имя. Ну что ты, сын твой. Ты его и назови. Нет, Артыгуль, он твой. Завтра будет большой туй, назови его Тайчи. После стольких мучений пришло, наконец, счастье. Вот и назови его Мурадом. Бекбар Мурадом назови. Зачем звали-то? И порога я не переступлю, раз здесь безбожница. Можешь поздравить Акджамал. У нее сын. А сейчас ведите ко мне своих матерей. Больных я полечу, а здоровые музыку послушают. Ну, идите. Кто быстрее? Спасибо, что пришли. Акджамал, садись. А ты чего стоишь? Как твое имя? Абдулгазель. Садись сюда. А тебя как зовут? Бестыр. Бестыр, садись. Бери. Наливайте чай, пока горячий. Мы хотим, чтобы вы ткали для нас ковры. Все вы отличные мастерицы. За такие же ковры, что вы делаете для Миретбая, от народной власти получите в 5 раз больше. То, что заработаете, все ваше, без всяких удержаний. Только ставим вам одно условие. Работать 8 часов в день, не больше. Это новый закон нашей власти, советской власти. Я забыла сказать, детей можете приводить ко мне, и маленьких, и больших. Я за ними присмотрю. Решайте. Ну что же, кто согласен, тот завтра получит 6 и немного денег в счет оплаты. Так как же? Месседжи. Я согласна. И дочку запиши. Запиши,
Шибастан и меня. Кого еще? Если так, то и меня тоже. Можно я посоветуюсь дома и завтра скажу? Конечно, можно. Ассалам алейкум. Алейкум салам. С приездом тебя. Спасибо. Какие новости? Это тебе. От кого? Из Укома. Банду разбили. Дурдыхана будут судить. Видел Азада? Он передавал тебе привет, обещал скоро приехать. Здорово. Салам. Азад ранен. Лежит в больнице. Ничего не говори, Артыгуль. Незачем ее волновать. Развяжи там. Прекрасную шерсть привез. Этот мешок отнесешь Акджима. Который поменьше, без пир надо отдать. Вот этот мешок, Сашко. Материю ко мне несите. Ты не вставай, я подойду. Видишь, какой горластый. Тише, маленький. Разбудили тебя, не по-мурат. Ну, иди ко мне, ну. Оп. Он есть хочет. Сын, повысь цену на зерно. И долги собери. Никому ничего не давай. Понятно. Скандалист. Давай мне его. Успокойся, ты почему плачешь? Ну, тихо, не тихо, встань. тихо. Ну, ах ты мой Я уйду маленький. ненадолго, надо барак принести. Ну, хватит, хватит. Ты что делаешь, Аслан? Я тебя. Здесь где-нибудь привяжи. Куда ты от меня? Иди сюда. Сядь рядом со мной. Проходите, Атава, садитесь. Дети, ну ешь. Ешь. А ты что ходишь? Садись, бери ложку. Кому еще тебе налить? Смотри, не пролей. Осторожно. Поставь на кашу. Садись, садись, сынок. Держи, ешь тебе. На здоровье. Нет, не так. Не получится. Давайте все пальцы сюда. Все. Чилим, читир, кулум, гитир. Ну, давай дальше. Поймал. Еще раз, ребята. И продолжай. Пальцы где? Пальцы. Какие все похожи. Отойдите-ка на вас посмотрю. Ну и рубашки у вас. Ой, какие вы все красивые. Когда тетя Артыгуль успела шить? Как складно шито. А нравится вам здесь? Ребятки. Тихо. Ой, вы уже пришли. Проходите. Я сейчас. Артык, хватит. Рабочий день давно кончился. Сейчас. Один шов осталось просрочить. Кормить будете, работничка? А то мы обедать пришли. А? Так. Как дела? Скоро заканчиваете? Слышали, что Артыгуль в Ашхабад ездит? Да, едет. Тогда у нас к тебе есть просьба. Ну? Слушаю. Салам, Саша. Салам.
алейкум, тетя Артык. Подберите буквы, как здесь, и Аллах в помощь. Ну, мы можем начинать. Начинается. Зайти в дом можно или так и будем здесь стоять? А? Ой. Входи. Входи сейчас. Эй, какой же ты джигит, Арслан! Не смог удержаться. Эссалам алейкум. Уалейкум эссалам. Как вы тут, ребята, поживаете, а? Как дела, Сашко? Хорошо. Молодцы. Садитесь пить чай. Я новый закон привез. Наша власть решила провести земельно-водную реформу. Земля и вода Меретбая тоже будет поделена между дахканами. Ты должна поехать в Ашхабад. Надо зайти к председателю Улсовета и с ним пойти к Меретбаю. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Как живете? Слава Аллаху. Салам алейкум. Алейкум салам. Меретага дома? Дома, заходите. Отец у себя. Салам алейкум. 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 Чай приготовь. Салам алейкум. 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 Проходите. Садитесь, как поживаешь, председатель. Мы пришли по делу, Меретага. Слушаю вас. В этой газете напечатан новый закон советской власти. По этому закону земля и вода баев должна быть разделена между дахканами. Мы пришли вам сказать, что вашу землю и воду тоже будем делить. Так что приходите завтра утром, и вы получите свою долю по количеству членов семьи. Ну что ж, благодарю. Тогда до свидания, Меретага. Даже чаю не выпить? Нет, спасибо, мы торопимся. Ну, как знаете. Завтра утром соберите людей возле правления. Оттуда все вместе пойдем в поле.
Кто дал тебе такое имя? Артыгуль, лишний цветок. А мне тебя всегда не хватает. Хоть ты сейчас и рядом со мной, а все равно я тебе тоскую. А как же? Но женщины говорят, что завтра не смогут ткать ковер. У них другая работа есть. Так что сегодня они хотели бы задержаться. Если они просят, можно разрешить.
делать они? А Джемал и Бустар? Ты лучше сама поговори с ними. Саш, лучше ты. Или давайте вместе пойдем туда, а? Надо их отругать как следует. Я тебя догоню. Чу! Чу! Сколько раз я говорила, что... Ну как? Ах, Саша. Очень красиво. У вас золотые руки. Спасибо. Узнали, что ты едешь в Ашхабад, вот и торопились. Мы все сегодня уезжаем. А пока мы не проверим это, никому ни слова, сынок. И видеть нас с тобой вместе не должны. Так будет лучше. Хоть теперь лег бы. Разве дадут отдохнуть? То, что я говорил, оказалось правдой. Своими глазами видел. На поле клевер растет. Седлай мне коня.
куда это путь держишь, председатель? У тебя же дети есть. На кого их оставишь? Накормит и работу даст. А эту вашу активистку из отдела, говорят, убили. Вместе с ее помощниками. Салам алейкум, Баега. Алейкум салам. Садись, рассказывай о раз. Баега, я все сделал, как договорились, и сказал, что нужно. Товар, что не продал, я у тебя покупаю. Вот эту вершину перевалим и наше селение. Скорее, Буш, а то совсем устал, хлопчик. Хоть в дом зайди. Прости, Ахтыгуль. Соберите народ. Как можно быстрее.
Когда женщина оседлает коня, а жаворонок на ветку сядет, говорят, наступит конец света. Кто там? Пожалуйста, заходите. Свет пригаси. Боюсь, меня увидят. Сейчас. Заходите. Ну что же вы? Садитесь. Прости, дочка, я лучше здесь. Что у вас случилось? Сейчас все по порядку расскажу. Смотрю я, к нам Миридба идет. Такого еще не бывало. Приходит он и говорит: хватит жить вам в бедности. Мы все мусульмане, было бы грешно не помогать друг другу. Кафиры только и ждут, чтобы всех нас по миру пустить. Я вот даже породниться с вами решил. Твоя Досыгуль станет третьей женой Хамада. И не горюй, что третий будет самый любимый. Даже слова не дал сказать, ушел. Все сам решил. А ведь я бедная вдова, нечего со мной разговаривать. Ой, что делать-то мне? Посоветуй, доченька. Рано ей еще замуж. Да и счастлива она не будет с моим сыном. Не надо плакать. Вы хорошо сделали, что ко мне пришли. Сегодня ребята уехали за семенами в район. А завтра с утра мы к вам придем. Ладно. Прости, дочка, на тебя вся надежда. Идите отдыхайте. Все будет хорошо.
Что здесь стоишь? Проходи. Мы пришли за невестой. И воду, и землю ты отобрала у меня. Но все это твоя власть дала тебе право. Но помешать свадьбе моего сына такого права нет ни у кого. Оно есть у одного человека, у Десыгуль. Спросим ее. Если она согласна, никто не помешает вашей свадьбе. Ты хочешь быть женой Хамада? Только не бойся. Скажи. Пусть все слышат. Женщина оседлает. Обязательно наступит. Жаворонок на ветку. Только наступит конец вашего света. Женотдел здесь? Да. Заходите. Артыгуль. Я очень рада. Входите. Салам алейк. Алейк салам. Да поможет тебе Аллах, мир дому твоему. Аллах поможет. Алейк салам. Садитесь. Саша, поставь чай. Что ты? Пить чай, заваренный мужчиной, это грех. О, Аллах. Я жена Мередбая Гульгерек. Рядом со мной Карагыз, жена Мулы. А эти две, Хаджар и Набат, жены наших батраков. Та Сахра, вторая жена Хамада. Мы пришли за невестой. За Десыгуль пришли? Да. Она в Ашхабаде, в доме Легканки. Берды ее увез. И ты, бедняжка, пришла за невестой? Да. Ну, а вы?
Вам за это Бай заплатил? Или пообещал что-нибудь? Почему ты так думаешь? Мы сами пришли. Отдай невесту, и разговору конец. Я знаю, что вас заставили. Нет, мы по своей воле. Что ты говоришь? Да пойми, нам позор этот глаза колет. С каких пор у вас с Байей общая радость и общий позор? Уж поверьте мне, подруги, сколько бы вы ни старались для Бая, все равно хорошими не будете. Она придет сейчас домой, наестся жирного плова и ляжет отдыхать на мягкие перины. А вы со своими детьми будете сидеть голодными на драной кошме и ждать от нее подачек. Так было и будет всегда, пока вы не поймете, что за Десыгуль надо не приходить, а за ней надо идти. Быть свободной, как Десыгуль. Каждая женщина мечтает, только боится в этом признаться. И вы мечтаете, думаете об этом и днем, и ночью, и даже видите сны. Но теперь у нас новая власть, и все изменится. Это советская власть. Слышите? Шумят дараки. Эти ковровщицы уже поняли, что они свободны. Они поняли, что такое новая жизнь. Хоть Агуль-Герет жена Бая, но и ей не сладко живется. И она клянет свою женскую долю. Что за радость, если ты не единственная жена? И пришла она сюда, и вас привела по приказу мужа. Я вот что вам скажу. Наберитесь смелости, вступайте в артель. Будете самостоятельны, а если захотите, можете учиться. А новая власть разрешает ненавидеть? Конечно. Ненавидишь? Ах ты, сучья дочь! А я тебе покажу, как ненавидеть. Ты сейчас увидишь, что значит ненавидеть. Не смейте подходить! Пусть ее птицы склюют! Стой! Брось саблю. Брось, тебе говорят. Не подходи, я зарублю! Ну? Брось саблю, гад! А ну, пошел. Пошел!
бы. И выродка твоего убью, а то станет предателем, как его отец. Или шлюхой. Шлюхой, как ты.